Все равно ведь немало случаев, когда человек осознанно получает пособие по безработице и иногда где-то негласно подрабатывает. Как бороться с такой ситуацией? Как бы нам не хотелось говорить о том, что все у нас граждане очень хорошо осведомлены о том, что нужно вести себя, в том числе и в службе занятости, честно, и каждый человек, который признается безработным, в обязательном случае подписывается собственноручно, рукой, без всяких средств компьютерных, что он ознакомлен с тем, что он может получать пособие только в периоды незанятости, все равно появляются те, кто одновременно считаются и занятыми, работают, и за то же время получают пособие. Раньше таких случаев было меньше, потому что выявлять это было не так-то просто. У службы занятости нет никаких собственных на это полномочий. Мы здесь работаем с правоохранительными органами. И чаще они, когда запрашивают у нас те или иные данные, выясняют, что гражданин Н, оказывается, и работает одновременно, и пособие получает. Но в 2020 году это, наверное, то положительное, что нужно в этой непростой ситуации обязательно отметить. Заработала система, которая на портале «Работа в России» позволяет человеку зарегистрироваться электронно безработным и также с помощью запросов в налоговую службу, в пенсионный фонд посмотреть, в какие именно даты человек является занятым, работает. И тут бывает и забывчивость людей. То есть люди забывают, что у них с кем-то заключен договор. Они говорят: я ведь там не получал денег. Но он является человек занятым, даже если там не работает. Он не может получать пособие в то же время. Бывают случаи, когда человек действительно, как вы говорите, иногда осознанно идет на обман. А бывают случаи, когда работодатели по тому, что у них кадровые работники, очевидно, не очень справляются, возможно, с потоком, который есть на предприятии, больших документов, не вовремя сообщают об увольнении или о принятии работника. И поэтому случаев достаточно много, но в целом большая часть таких случаев, о которых мы говорим, когда человек получал незаконно пособие, она исчисляется буквально 1-2 днями. Если человек, условно говоря, 25 числа устроился на работу, а по 26 еще получал пособие, за эти 2 дня, за 25 и 26, у него получается переплата пособия, мы связываемся со всеми такими людьми и просим их в досудебном порядке такие суммы вернуть. Ну, это небольшие переплаты, они составляют подавляющее большинство случаев, но, к сожалению, есть и те люди, о которых мы с вами знаем, которые одновременно пытаются и получить и пособие, и другие возможности, и какие-то другие средства. И, к сожалению, у нас сейчас в судах несколько десятков уголовных дел по тем гражданам, которые действительно получили пособие незаконным путем. Я повторяю, мы каждый раз, нет ни одного раза, чтобы служба занятости не пыталась это урегулировать в досудебном порядке. Но, к сожалению, происходит и такое. Мы активно работаем с правоохранительными органами, нам помогают органы надзора, прокуратуры. Люди такие выявляются, и мы надеемся, что со временем, когда все привыкнут к этой новой системе, таких случаев будет меньше.